Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – кто вами заинтересован и почему. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Небольшое объявление. Сейчас длинные видеорасклады из нашего канала Ведаскара, из YouTube, параллельно загружаются в Telegram-канал. Подписка на Telegram-канал стоит 333 рубля в месяц. Можете или только на месяц подписаться, или выбрать удобный для себя тариф. Ссылка на Telegram-канал находится под видео или на экране перед вами QR-код, который вас сразу же перенесет на Telegram-канал. Спасибо. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. И мы начинаем. Посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад. Здесь определенно есть какой-то статус. Притом человек вы в какой-то степени, даже я бы сказала, накопитель, материальный. Стоите двумя ногами на земле, думаете о чем-то таком и материальном, и наперед. Практичный человек. Здесь есть какая-то, присутствует медленность. Не торопитесь. Вы скорее больше обдумываете каждый свой шаг. Я бы сказала, вы еще человек, который не всегда согласен с каким-то чьим-то мнением. Вот вам что-то говорят, вы всегда найдете ошибку. Вас могут даже считать, что вы очень привередлива или все вам не нравится, но на самом деле тут человек деталист такой. Он не нарочно говорит. Вот кто-то что-то сделает, да, вы можете поправить. Вот все хорошо, но вот еще бы, да. Вы любите доводить, во-первых, начатое до конца, во-вторых, до идеализма, может быть, да. Здесь могут и эстеты быть люди. И на вас могут думать, что вы придираетесь. На самом деле вы просто смотрите со своей точки зрения. Вы доводите, вот если вы что-то делаете, вы стараетесь все довести до детали до конца. Если вы создаете, например, какой-то продукт, здесь есть какое-то даже из-за вот этого вот всего, из-за такой характеристики какое-то напряжение. Да, вы напряженный человек. Знаете, в районе плечей может. Вот если вам размассируют плечи массажист, например, вы почувствуете облегчение. Здесь есть вот такая еще структура ваша. Кости могут болеть или крутить во время перед, да, чем-то, перед бурей, например, или перед какой-то непогодой. Также здесь и суставы могут у кого-то болеть. Но у кого-то именно что-то именно, да, локти, колени или хрустеть. Это влияние, характеристики. Здесь люди могут, которые часто ударяются, синяки долго не проходят. Тоже вы не отпускаете ошибки какого-то человека, который вам сделал больно из-за своих вот этих вот ошибок. Вот сейчас находитесь, возможно, даже в какой-то обиде, не прощаете, не доверяете, возможно, из-за этого человека не доверяете окружающим, в принципе, мужчинам. Да, здесь могло быть именно любовное разрушение. Сделали больно, причем не раз сделали больно. Вы человек по своей характеристике еще такой терпеливый, или который дает шансы. Но в один момент вы, знаете, потом все же уходите. Не всегда вы даете шансы, да, вы вот раз, второй, но уже на третий нет. Уже все, уходите. А здесь показывают ваше стремление перебороть даже вот этот страх, возможно, может быть, есть сомнения, да, в противоположном поле, и у вас есть
вы понимаете, что ну нельзя так, и нужно же кому-то доверять, иначе, да, я останусь, например, одна, или у меня не будет каких-то доверительных отношений. Вы с этим, возможно, боретесь или пытаетесь вот как-то, возможно, может, проверяете, да, человека. Ну, тут такая характеристика очень четкая. И вы, если что-то ищете, какую-то правду, вы вот прям копаете аж до дыр, понимаете, глубоко. Здесь человек интеллектуально подкованный очень, читаете много, смотрите много, увлекает вас, возможно, что-то практическая литература. Но вы, знаете, учитесь и на классике, учитесь и на отношениях других людей, взаимодействии каком-то и так далее, на своем личном опыте. Здесь у вас база знаний очень большая. Даже в молодом возрасте вы уже знали столько, что знают только в позднем возрасте. Ну, здесь очень такой глубокий человек. Притом вы человек, который может быть даже больше выбирает одинокое состояние, одиночество, интроверт. Для вас присущи скорее мысли с собой. Вы сама себе лучший друг. Здесь, кстати, женщину показывают, очень верная. Если вы кого-то любите, вы верны до конца. Вы не терпите предательства, вы не терпите, кстати, терпеть вот это долго, всяких, да, каких-то таких вот токсичных отношений людей. И вы очень долго потом думаете об этом, вспоминаете, или же, в принципе, остается на всю жизнь. Можете держать какую-то обиду. Сейчас отворачивайтесь от какого-то мужчины, от какого-то человека. Даже человек, возможно, хотел бы вернуться или пытался что-то делать, но вы дали отпор, поворот. Знаете, дали себе даже какое-то согласие, я бы сказала, сама с собой договорились, что больше не подпускаю. Здесь дверь закрыта. Я бы сказала, и в принципе для многих закрыта. Вы очень после этого закрылись. Возможно, ни с кем не разговаривали, какая-то апатия была. Но все же, знаете, вы, если и вышли из этой апатии, то вы стали более сильнее, более, я бы сказала, даже храбрее. В какой-то степени включили некий пофигизм. И здесь в какой-то степени проявляется эгоизм. Вы стали больше думать о себе. Потому что здесь, возможно, когда вы были в каких-то отношениях, вкладывались, вы отдавали себя, отдавали свое что-то. Возможно, даже и материально вкладывались. Здесь очень сильно подорвалось ваше доверие. Здесь уже такие намерения на жизнь, скорее больше, знаете, вот как-то совладать со своими эмоциями. Возможно, кто-то даже решил, мне лучше быть с собой, сама с собой, нежели, да, снова начинать, снова опять ломать крылья свои об кого-то. Не хочется. Вот, но у кого-то здесь надежда все же есть на отношения. Но вы тем самым, знаете, проявляете здесь какую-то мужскую характеристику, смотря вперед. И здесь есть, знаете, такая даже, я бы сказала, твердоголовость. Вот я вот так сказала, вот так вот, и буду так действовать, не сворачивая с пути. Так буду поступать теперь с людьми или с отношениями. Многие думают, что вы хотите спорить или что вы любительница поспорить. Вы же доказываете свою правоту. Если вы не согласны, вы заявляете об этом, что вы не согласны. И многие именно на этой почве могут думать, что вы пытаетесь спорить, пытаетесь перебороть, пытаетесь казаться лучше, выше. Да, здесь у людей такое мнение о вас, что вы
вы всегда правы. Здесь есть момент такого, когда вы очень часто погружаетесь и в прошлое. В детстве, возможно, тоже были такие по характеристике упертая на своем или доказывать свою какую-то правоту. С вами очень многие могут не сойтись из-за того, что «а вам все равно». Сошлись, не сошлись, да, вы доказали свое и пошли. Вот так вот. Вы тот человек, который не будет подлизываться, лицемерить. Вам оно не надо. Если вам не нравится, вы можете напрямую в лоб заявить человеку, да, или показать свои намерения, что ты мне не нравишься, например. Или прямо говорите то, что есть, на самом деле, прям в глаза. Да, и смотрите, возможно, в глаза. Не боитесь. Здесь такая конкретика от вас исходит. Интуиция очень хорошо работает. На вас могут думать, вот когда вы одиноко идете себе, да, могут думать, вот, да и в принципе люди могут думать, что вы на самом деле очень часто одна в одиночестве. Вы какая-то не такая, да, вы, может быть, колдунья, ведьма, так могут думать. А у вас есть интуиция, у вас есть, кстати, и дар, у вас есть и чтение информации. А кто-то здесь даже вот читает что-то такое секретное, то, что скрыто от людей, или какая-то запрещенная литература. Вы любите такие источники, документальные, запрещенная литература, запрещенные видео и так далее. Вам интересно. Вы, кстати, чувствуете энергетику людей. Здесь, кстати, могут быть и яснослышащие, ясновидящие. К вам часто приходят вот какие-то или... Тут момент программ. Это программа у вас. Дар тоже. Иногда к вам приходят какие-то вот даже слова, словосочетания, которые... Вот вы как миссионер, да, говорите вслух. То есть не миссионер даже, а проводник, который передает информацию. Сами того не понимая, почему вы это сказали, но вот, да, как вырвалось, но это не вырвалось. Это крик души даже, и не вашей, да, это скорее передача информации, вот так. Крик из Вселенной для кого-то. Да, многие могут, вот смотрите, многие могут вас не понимать, быть не согласны, вертеть у виска, думать, что вы какая-то не такая или какая-то ненормальная, да, что-то странное тоже, вот какие-то такие вещи могут думать люди. На самом деле именно люди с даром, они такие и являются, потому что они отличаются от обычных людей. Тут даже, знаете, одеваетесь, может быть, как-то, что вызывает именно чувство того, что вы ведьмочка. Может быть, носите на себе какие-то знаки, может быть, тату в виде каких-то знаков или символы. У кого-то могут быть даже и, например, кулон висит, да, там в виде луны и звездочки, или луна и солнышко, или еще какие-либо. И вот уже начинают что-то думать, или камень какой-то, да, все уже начинают что-то думать, что что-то здесь не так. Именно не так, думая о том, что вы все понимаете, все знаете, все ощущаете, чем-то занимаетесь таким. Боятся вас в какой-то степени, но некоторые осуждают здесь, да, осуждают вашу какую-то вот, я всех научу, я всем покажу. Есть такой момент, когда люди могут думать, что вы намеренно давите, дабы, вы знаете, свою какую-то правду им не то чтобы доказать, а вот втолочь свое мнение, свою правду. Запомни это и так далее. Кстати, родственники, здесь момент родственников идет, что здесь у кого-то есть не очень хорошие отношения, а кого-то вы очень сильно любите, и кто-то очень сильно вас.
Скорее, это вот бабушка или дедушка, вот кто-то пожилой. Здесь могут быть какие-то между родителями, да, отношения, или у родителей отношения конфликтные, недопонимания. Но здесь момент какой-то, да, что со временем это или уравновесилось. Здесь момент еще и качелей каких-то у родителей. То есть у вас в жизни это тоже может проецироваться. Их жизнь на вашу жизнь. Но здесь что-то и устаканивается. Может, уже устаканилось, успокоилось. Пришло в баланс. Каждый нашел для себя ответ. Из ваши родители именно. У вас вообще такие какие-то сомнения, что будет в мире, здесь глобальные мысли, в целом мире лучше. Здесь такие сомнения о том, что вы будете счастливы, что вы добьетесь чего-то. А момент успеха есть у вас. Здесь момент какой-то победы. Момент, кстати, еще и может идти об исцелении. Вы можете не верить, что вы от чего-то исцелитесь, выздоровеете от чего-то. Но это есть. Вам главное верить. Верить. И здесь момент, кто-то, знаете, за вас. Это родственники, женщина. Кто-то за вас молится. Или молился, или молится. Переживает за вас. Это уже издавна, как давно. Может, бабушка даже. Старшая женщина. Встанет у вас выбор из 3. Скорее, это мужчины. Или выбор самостоятельности какой-то. Одной отправляться или между кем-то и кем-то. Вот так вот. А у кого-то реально будет 3 дороги, 3 пути. Запомните 3. Вот так вот. Здесь, кстати, женщина показывает, которая не выносит шумную толпу или шумную компанию. Что-то такое есть. Может быть, под окнами у вас кто-то орет постоянно, гундит там или веселится. Здесь, кстати, есть такое, что вы избегаете сейчас какой-то шум, гам, людей, разговоры там чьи-то, да, может быть, под окнами или гундеж чей-то. Вот. Так, если с вами проигрываю, давайте посмотрим дальше. Кто вами заинтересован? Почему? Думайте сейчас только о себе, никого не загадывайте. Кто вами заинтересован? Тут очень много мыслей у вас. Человек из прошлого или человек, которого очень давно знаете. А у вас разговоры какие-то идут? Что вы получили какой-то статус, это мужчина, незрелый мужчина. Вы получили какой-то статус, вы стали сильнее. Вы, кстати, у вас взгляд поменялся. У вас раньше был какой-то наивный взгляд, сейчас уже это не взгляд девочки наивный, это уже такой зрелой женщины взгляд. Очень умна. Здесь компания какая-то, которая выпивает. Возможно, в этой компании идут разговоры о вас. Что вы очень жадная до денег. Здесь интерес о ваших деньгах, сколько вы зарабатываете, кто вас обеспечивает и так далее. О материальной вашей стороне. Человек держит на вас обиду, в какой-то степени вам завидует. Но человек какой-то сам не свой. Размытая голова. Мозги. Человек, возможно, на самом деле очень часто выпивает. Очень глупый, наивно глупый, безденежный, в какой-то степени даже сказала нищий. Вот так вот. У вас что-то в жизни наладилось. Он это четко видит. Он видит, кстати, что вы никогда бы не поверил, что вы можете достичь какого-то уровня высокого.
положения высокого или лучше. То есть он думал, когда вы разойдетесь, например, да, что вы останетесь без кола, без двора или у разбитого корыта. На самом деле человек видит ваши какие-то достижения, как вы поднимаетесь. И также, что какое-то ваше состояние эмоциональное уравновесилось, или вы можете сдерживать эмоции. Также видит вас какой-то даже такой не просто зрелый взгляд, но такой еще и пронизывающий взгляд. Он вас боится. Здесь есть момент каких-то обманов в прошлом. Он вас очень много в прошлом обманывал. И такие детские какие-то обманы, где, в принципе, вы уже чувствовали правду. Да вам даже и чувствовать не надо, да, у вас интуиция очень хорошо работает. Возможно, даже интуитивно как-то все это считывали. Вы чувствуете обманы и сами ненавидите таких людей. Притом здесь, знаете, что самое интересное, что человек не хотел бы, во-первых, вот того, чего вы имеете, во-вторых, да, человек ждет каких-то ваших потрясений, ждет, когда вы на самом деле споткнетесь, сделаете ошибку какую-то в жизни, дабы быть на его уровне. Притом вы туда никогда не попадете. Вот что. Потому что вы очень умная. Вы, кстати, защищаете очень жестко свои интересы. И в момент того, что он так думает, возможно, у вас какая-то защита, может быть, есть. Также есть какие-то цели, планы, действия к этим целям, планам. Да, и здесь сила внутренняя. Плюс еще вы женщина с даром, поэтому, скорее всего, вас навряд ли что-то пробило. Так, смотрим дальше, кто еще вами заинтересован и почему. Слушайте, одни какие-то люди лживые, тоже человек с каким-то обманом. Момент любви. Любви ваших, ну, что вы такая головастая, умная, умом вы умеете зарабатывать, что все хранилище финансовое, оно содержится в вашей голове. Что бы вы ни придумали, вы можете заработать из этого, вы умная, в общем, так. И здесь есть чувство, знаете, вот человек решается, думает о том, что мне нужна такая женщина. В принципе, это человек, который выбирает для себя женщин побогаче, поресурснее. И этот человек, который очень легко перескакивает с одного ресурса на другой. То есть, если он с ресурсной женщиной, но он увидел еще ресурснее женщину, он перескочит легко туда. Для него материальное важно, в первую очередь. Для него здесь есть материалка и постель. Вот это такой тип, который любит какие-то и постельные забавы, да. Ну так вот, деньги и постель, сладкую жизнь, в общем, человек любит, такой мужичок. И, знаете, очень, я бы сказала, хитрый. Очень хитрый. Здесь есть сбор информации, анализ информации, складывание каких-то пазлов у вас, о вашем портрете, кто вы такая, чем вы занимаетесь. Здесь может быть даже какие-то контрольные вопросы или вам, или кому-то о вас. Здесь человек может даже, вы знаете, что-то как сверять информацию какую-то, может быть записывать, может быть вести вообще не только о вас в целом, о каких-то ресурсных дамах, сведения, сбор сведений каких-то. Вот как на самом деле книга, да. Какая ресурснее или какая свободна, где живет, чем занимается и так далее. Он ищет таких именно женщин. Похотливый очень, ходок напередок. Но для него важно в первую очередь это ресурсы. Вот такой вот чел, так это назовем. Такой вот человек. Если это можно назвать человеком. Кто вами еще заинтересован? Почему? Здесь злость какая-то, женщина недовольна.
она здесь очень, да, зависть по деньгам, ваш статус денежный. У нее, возможно, ребенок и муж. Один ребенок и муж. Очень завистливая. Завидует вашему материальному состоянию. Здесь, кстати, наводит какие-то справки, интересуется чем-то. Также видит где-то вас очень часто. Знаете, здесь есть и ревность. Здесь она ревнует своего мужчину. Она завидует вам. Кстати, здесь момент треугольников каких-то. Она на выборе. У нее еще какой-то есть тип. То есть, возможно, даже и спонсор. Она любит богатую жизнь, она любит красивую, роскошную жизнь. Она любит не просто покушать, а дорого и вкусно покушать. Она не любит не просто платье, а дабы на ней была фирма. То есть здесь очень много о материальном. И она завидует вам, вашим каким-то достижениям, вашему какому-то успеху, вашим деньгам, ресурсам, финансам. В целом вы для нее представляете конкуренцию, как она считает. Вы очень сильная конкурентка. Возможно, даже кто-то, то есть ее мужчина какой-то, возможно, это муж, от которого ребенок. Ревность. Притом, знаете, из-за этой ревности она совершает то, что она и еще смотрит в сторону какого-то мужчины, да, или уже имеются именно контакты, общение с каким-то мужчиной. Это назло. Но при том какой-то мужчина является вот именно со стороны любовник, да, возможно, даже спонсором, влиятельным человеком или человеком может быть, директор чего-то, да, или у человека есть какие-то деньги, финансы. И эта информация тщательно скрывается. Развитие каких-то новых отношений. Притом, я вам сразу говорю, да, здесь есть и ненависть к вам. И такая, вы для нее вот заклятый враг. Вы для нее являетесь причиной развода, возможно, или расхода. Ее муж почему-то посмотрит в вашу сторону. Значит, вы, скорее всего, знаете, о ком идет речь. Может быть, у вас есть общение с этим мужчиной. Да, она считает, что здесь разрушена семья из-за вас. Здесь есть чувство того, что уже ничего не сохранить. Какой-то веры нету здесь. Здесь напряжение какое-то в семье. И поэтому здесь присутствует еще какой-то мужичок, любовник в их отношениях. Но здесь я бы сказала не то, чтобы она вас где-то видит часто. Ей справок-то наводить не надо, да, но что услышит, она все помнит. Все, что увидит, все помнит. Как вы прошли, в чем вы были. И так далее. Да, вот здесь такой сбор информации как бы в голове, да, человек что-то вот как анализирует. Также здесь, возможно, и проверяет по тузу мечевому своего мужчину. Очень сильно ревнует. Здесь момент какого-то собственничества даже. Нет любви, но собственничество. Да, это мой муж, у меня дети, у меня что-то, но вот ты разрушила, да, или ты влезла в нашу семью. Здесь, кстати, наводят справки вообще в целом, кто у него еще. Здесь какой-то, ну, здесь башня еще, смотрите, кого вылетела, да, здесь идет к разводу из-за недоверия. Смотрим дальше, кто вами заинтересован еще и почему. Это уже давно. Да, я бы сказала, знаете, момент даже одноклассников. Это старые знакомые. Люди из прошлого. Давно-давно. Это кто-то из одноклассников. Это мальчик. Ну, мальчик, в смысле, в том возрасте вашем, конечно, это был мальчик. Это еще мальчик был.
Да, сейчас это уже мужчина. Здесь мальчик вам... Мальчик. Почему мальчик? Потому что он незрелый, да? Почему я говорю мальчик? Здесь потому что Паш выходит. Я говорю то, что это давно уже. Человек имел к вам чувства. Человек до сих пор имеет к вам чувства. Он, возможно, вас где-то ищет. Он не может найти о вас информацию. Но он вами заинтересован, как вы там. Возможно, да, здесь есть какой-то слух о вас. Или какая-то краткая информация. Ну вот как... что-то потерялось из виду. Или была фотография ваша, может быть, даже и свежая фотография, да, но она вот как или исчезла, или вот как не может найти. Но он ищет о вас где-то, вас вообще в целом. Хотел бы вас встретить в этой жизни. Хотел бы еще с вами увидеться. Человеку вы очень нравились, он до сих пор вспоминает какие-то моменты, когда да, он видел вас, знал вас, то есть вот такой вот знал, почему-то он думает, что вы такая остались, и здесь есть даже вот какой-то смех, в чем-то юмор, да, может быть, и были между вами, да, проблески какие-то искры. Вам нравился, может быть, этот мальчик, давайте назовем мальчик. Он вас очень сильно любит. Он, кстати, даже и молится Богу, чтобы ваши сердца вновь были вместе. Вы знаете, так аж прям свято к этому относится. Человек сейчас, кстати, в какой-то сложной ситуации, возможно, денежная ситуация очень какая-то сложная. Он хочет вытащить себя оттуда. И он понимает, чтобы вас искать, нужны какие-то деньги, ресурсы, или чтобы, да, даже и зная, где вы, чтобы к вам подойти, нужно иметь деньги, которых нет. В какой-то степени здесь и любовь, да, но с другой стороны тут показывает момент, когда вы быстро, внезапно исчезли с его горизонта. И здесь наступило больное отчаяние, боль какая-то. Даже, вы знаете, как у человека что-то, вот как рука отвалилась, или, да, вот как-то настроение пропало, вкус к жизни, или какая-то апатия наступила, разочарование. Человек один, одиночка, и у человека есть все же вот какое-то чувство, что и вот я разбогатею, или когда у меня что-то будет, я вот найду. Он вас ищет. Он, кстати, пробовал какие-то отношения, но отношения потерпели какую-то боль. Человек ушел или далеко уехал, может быть, от этой женщины. Он везде глазами ищет вас. Кстати, здесь мог быть момент, когда человек, может быть, кого-то встретил похожую на вас. Может, женщина его была похожа на вас. Или же вот реально где-то в толпе, может быть, встретил, думал, что это вы. Да? И вот в жизни с кем-то он вас перепутал. Он думал, что это вы. Показывают еще, что между вами есть какое-то неравенство. Вы более какая-то продвинутая. Может, и видит вас. Здесь есть чувство перебороть какие-то, возможно, может быть, зависимости свои, какой-то свой характер. Человек, кстати, очень много читает литературы, очень много чему-то учится. Он много работает, но мало получает. Или тяжелая работа, но мало получает. Кстати, о вас вспоминает и с кем-то говорит. Воспоминания о прошлом, да. Составляет какие-то планы на жизнь, связанные... В принципе, он понимает, что это все только иллюзия. А может, я и не встречу ее, да, и я всю жизнь проживу в этих надеждах и иллюзиях. Да, ему хочется просто с вами встретиться, есть желание, да, или найти вас в жизни, а может быть, что-то и получится, вот так вот. Ну, а помимо этого, он хочет даже не отношений, не чувств, да, здесь есть любовь к вам, такая преданная любовь, я бы сказала, но в целом он сосредоточен вот на чем-то таком, зарабатывать, материальное, построить что-то, создать что-то.
Здесь вот время идет, да, а человек ничего не делает, в принципе. Он вот только пытается из себя вот это вытащить. Все, я буду завтра это делать. Наступает завтра, но человек ничего не делает. Но какая-то все же цель у него есть, да. Но это только, это так вот в размазанных таких картинках. Но, в принципе, человек готов прилагать усилия, у него нету мотивации. У него нету даже рядом, да, кто бы мотивировал его. Он ждет пинка волшебного. Вот так вот. Ни рыба, ни мясо. Давайте так назовем. Кто вами заинтересован? Почему? Хочется сказать, государственные органы, бумаги какие-то, женщина. У кого-то здесь момент даже, вот знаете, не там запарковалась, штраф. Не так-то что-то по правилам, штраф. Именно связано с дорогами, с автомобилями, с техникой, движущейся техникой. А у кого-то именно правовое что-то. Какая-то сложная ситуация, которую запутанная или сложно решить. У кого-то именно могут быть какие-то бумаги. Вами интересуются через какие-то бумаги или вашими бумагами. Тут могут быть и инвестиции чьи-то влиты, и это может быть и на самом деле что-то, чего-то касаться правового. И вы знаете, здесь может даже быть так, что кто-то как-то надеялся вас через бумаги обмануть, но здесь не выйдет. Здесь башня дальше выходит. Здесь разрушатся чьи-то планы. Тоже, опять-таки, момент каких-то обманов через бумаги. Или же, да, это может быть подписание каких-то договоров. Но не получится, здесь разрушатся планы на вас. Планы обмануть вас разрушатся. И вы это поймете, увидите. Здесь момент, кстати, решения ситуации в положительное русло. Здесь выходит колесо фортуны. И здесь разворачивается туз кубков в плюс. То есть вы в плюсе. Или вы одержите победу над какими-то бумагами, над какой-то, может, даже структурой, где хотели вас обмануть. Также здесь момент правда на вашей стороне. Вот так вот. Здесь, кстати, могут где-то через интернет о чем-то следить. Или интернет, коммуникации, телефоны. Мошенники могут быть какие-то, аферисты. Вот так. Это, кстати, женская сторона. Женщина. Мошенница. Кто вами заинтересован и почему? Недовольны вашим каким-то положительным положением. Вы отвернуты, отказали какому-то мужчине. На работе, возможно, да, или человек такой по себе работяга. Здесь больше проиграется даже момент такой рабочий. Ну, у кого-то именно вообще человек такой работяга, в какой-то степени скряга. Здесь человеку вы не достались, вы или отказали, или, знаете, вот человек смотрит с открытым ртом на вас, а вы не обращаете внимания. Притом какой-то эгоист человек, собственник, ревнивец, иногда может даже и по столу стукнуть или ударить, склонен к, так скажем, насилию, да, такому чему-то. Ну, может ударить, может сделать больно, может морально тоже сделать больно. Знаете, он психует, когда он или проигрывает, или у него чего-то не получается. Здесь момент сбора информации опять.
Где-то он вас видит, собирает информацию о вас. И здесь есть интерес к вам, интерес вашего расположения к нему, чтобы вы к нему развернулись. Он в этом очень сильно заинтересован. Он что-то для этого притом делает, или человек с вами разговаривает, или признавался в чувствах, но вы, знаете, дали отворот-поворот, закрылись от человека. Я вижу, что вам этот человек вообще абсолютно не интересен. Да? Возможно, даже мы зря тратим время, смотрим на него расклад. Но здесь, я говорю, сразу есть интерес. И вот человек, каким бы добреньким не был, или как бы нежно с вами не разговаривал, или какие бы цветы вам не дарил, вы знаете, он таит какое-то зло против вас. Да, при том, что вы так тяжело достаетесь ему. Этот человек не привык проигрывать, или когда проигрывает, он психует, переворачивает стол. Вот знаете, аж до такого может доходить. Какой-то человек псих, неуравновешенная психика, обманщик, лжец. Ну, кстати, он может блефовать, с ним вообще вести какое-то дело. Он может и в семье блефовать, если он в отношениях, да, обманывать, изменять. То есть такой человек. Неприятный тип. Он считает, что если есть постель, это любовь. У него любовь подразумевается под другим отношениям. Ни чувства, ни ответственность, ни доверие, ни гарантия этого доверия. Это постель. Если она спит со мной, значит, она меня любит. Вот так вот. Так, вот такой вот. Низменный может быть тоже. Кто еще вами заинтересован? И почему? Кстати, у этого мужчины еще к вам есть физическая тяга. Вот из жезлов. Кто вами заинтересован и почему? Тот, кто под чем-то. Болен вами на расстоянии, интернет. Кстати, человек очень часто смотрит ваши интернет-странички. Вы, кстати, тоже можете к нему заглядывать. Или же, да, момент такого, оба два вы заинтересованы. Он вами, а вы ним. Но, вы знаете, здесь какая-то или тонкая такая игра идет. Я не напишу, я тоже. Я не поставлю лайк, я тоже. Я даже не посмотрю на историю твою, дабы не было видно, кто смотрел историю. Вот знаете, какой такое вот странно. Но друг другом заинтересованы можете быть. Есть в поле зрения у вас человек, которым вы заинтересованы, а он вами. Тоже здесь какой-то лжет или лжет, что он что-то принимает. Есть какие-то, может быть, или напитки, которые меняют сознание человека. Притом человек, знаете, как будто от этого пытается отказываться или освободиться от этого. Какая-то есть зависимость, но он не может. Здесь даже момент такого, знаете, есть у этого человека. Этот человек постоянно врет. Здесь попахивает моментом нарцисса. Нарцисс всегда врет. И как познать нарцисса? У него на каждом шагу, даже на мелочах, ложь. А здесь, знаете, что самое интересное, что человек хочет избавиться от каких-то зависимостей. Он каждый раз может себе говорить, это последнее, но это, знаете, как первое. И момент того еще, что человек даже хотел бы отказаться от вранья. Понимаете? Не лгать или перестать лгать. Здесь на самом деле человека покрывает полностью как ложь. Это знаете, как эти бородавочки у жаб. Вот у него столько же лжи на его карме. Вот что тело показывает. Здесь, кстати, может быть даже лицо такое чем-то вот. Или шрамы какие-то есть не зажившие. Или вот лицо изувечено какими-то вот шрамами от прыщей, выдавливания вот этого чего-то. Да, вот что-то такая неровная кожа. Даже человек пришел вот к Богу, но что-то его разрушает.
Он наблюдает за вами. Здесь момент каких-то иллюзий, обманов. Кстати, здесь может даже человек сам себя накручивать, обманывать мыслями о вас. Накручивать о вас какой-то портрет, который не является на самом деле. Да, вот он увидел вас, и он стал вырисовывать в своей голове, что вы такая, что вы заботитесь о нем, что вы любите его, что вы там чуть ли уже не замуж вышли вместе. Здесь, кстати, можете во сне к нему, к этому человеку приходить. Не вы же специально, да, именно момент сна идет, что вы являетесь к нему во сне. Человек вас видит во сне часто или очень-очень много думает о вас. Здесь есть даже вот как, знаете, он пытается мысли о вас отвести в сторону, не думать о вас. Вы приходите в сон, да, он начинает в какой-то степени даже пробуждаясь злиться, что вы приснились ему. Очень часто выпивает. Здесь вот сразу выпивка. Здесь момент такого, знаете, он хочет от этого убежать, но он не может, он снова к этому возвращается. Здесь, я бы сказала, не просто зависимость, а здесь проклятая зависимость. Возможно, кто-то человека даже проклял. Человеку надо к батюшке на читку. Здесь человека могли на самом деле проклясть. И он стал спиваться. Кто вами еще заинтересован и почему? Человек, с которым когда-то закончились отношения, человек потерял какие-то даже ресурсы, деньги после вас. Или он считает, что он столько на вас истратил. Здесь могут быть и совместные дети, это бывший муж, может быть. Здесь все разрушилось, все окончательно разрушилось. Очень много воспоминаний о прошлом, какие-то картиночки, фоточки, значит. Ему больно. Человек не может перебороть себя в чем-то тоже. Дурачок. Дурачок. Хочется сказать обнуление, или же у человека просто пустой карман. Человек обещал чего-то, каких-то гор свернуть, но так и не свернул. Очень часто может молиться. Кстати, есть у него какой-то друг, причем друг лучшего положения, и он просит о помощи. Но друг, знаете, вот тут как бы стыдно отказать, но как-то пытается, да, вот как-то хитро вывернуться, дабы отказать. Друг при лучшем положении, а у этого вот или пустой карман, или моральное обнуление, психологическое обнуление. Просит помощи у этого друга, или совета какого-то, или, может быть, финансовой помощи. Но друг здесь, он друг, но, опять-таки, в кавычках друг, этот друг не хочет, да, что-то ему давать, помогать и так далее. Он не знает сам. Он, кстати, друг еще тот анализирует какую-то ситуацию, он понимает какую-то неправду здесь, ложь с его стороны. Не верит, может быть, ему. Он может говорить о вас, может быть, о чем-то негативном, да, но друг ему не верит. Не верит, что может быть так. Он уже начинает в нем сомневаться в целом. Может быть, очень часто жалуется. Поэтому всегда думайте, о чем вы говорите. Это 80% характеризует вас. И вот здесь вот об этом идет речь, что все, что он говорит, это 80% характеризует его. Да, вот человек, например, часто о всех сплетничает, и уже он думает, дружбан его, что значит, он и обо мне также сплетничает, понимаете? Вот поэтому есть какое-то такое недоверие. Хотя что-то между ними такое было, что осталось на самом деле, вот как в некой степени у этого друга, да, вот какая-то верность этому человеку, в чем-то, может быть, когда-то его выручил или помог. И он благодарен за это. Но вот в целом, в принципе, да, может быть, в принципе, удобен он ему для чего-то. Использует его в своих выгодах. Но этот человек очень много о вас повествует, рассказывает в какой-то степени, даже, я бы сказала, жалуется о том, да, что вы были в чем-то неправы, накладывает на вас какие-то гештальты, в чем-то вы виноватые и так далее. Но он не верит, его друг не верит.
в это. Он больше, наверное, склонен... Знаете, это такой друг, я бы сказала, он анализирует очень хорошо. И вот он понимает, что нужно выслушать сначала вас, не то, что сначала кого-то первого, да, именно и вас нужно выслушать, и его, да, и только тогда сопоставить факты и доверять. Вот он такой, доверяй, но проверяй. Но он не доверяет. Вот так ему. То, что говорит этот человек о вас. Здесь больше разговоров о вас, а не то, что заинтересован как-то. Здесь прям показывают такого человека, старше вас по возрасту. Он, знаете, очень молчаливый. Он наблюдает, он только наблюдает. Такая характеристика. Сразу почему-то я представила сюда Гордона. Помните, да, такое был, который вел передачу, уж не помню, как она называется. Да, по типу такой мужчина, как... Сразу он пришел, вот этот вот в голову, Гордон. Может быть, вы помните, да, с молодой девушкой вел какую-то программу. По типу «Большая стирка», по типу... Можете написать, как эта программа называлась, я бы еще пересмотрела. Но тут чисто анализ. Он понимает, что вы его к себе не подпустите. Да, момент того, что вы очень нравитесь, есть такое. Но человек это берет с точки зрения какой-то духовности здесь. Вы духовно очень сильно подходите, как он считает, нравитесь, но вы очень молода, не по зубам, да, или пошлете куда подальше, если к вам он бы подошел. То есть она понимает, что он понимает, что он не в вашем вкусе. Очень красивая, кстати, смелая какая-то, да, такая еще в его глазах. И очень мудрая, умная. Вы думаете не только о финансах, да, по виду. Вот он очень хороший тоже, знаете, такой аналитик сидит. Он говорит, что по виду, да, она на себя оденет цветные цацки, да, или яркие, или блестящие. Но голова ее очень не пуста, умна. Причем умна не по годам. Вы ей говорю, вы так можете и выглядеть. В принципе, ваш ум бывает выдается людям, когда вы начинаете, может быть, вести какой-то контакт, диалог, общение. Между вами, кстати, было общение, или, да, мельком, может, это было, но он понял, какая вы умная. Может быть, вы что-то сказали, да, или какое-то изречение и так далее от вас услышал. Но вы очень такая женщина мудрая. Знаете, где-то просвечивает ваше лицо. Знаете, такая черно-белая. Черно-белое что-то. Или фотография черно-белая. Если у вас фотографии, это может быть черно-белая фотография. Может, это даже паспортная фотография. Смотрите, человек может думать, что у него есть определенно какой-то дар. Ему кажется, у него, да, много мудрости, он сопоставляет мудрость с чем-то таким еще эзотерическим, но здесь ему кажется заблуждение об этом, что у него есть дар. Кстати, такое чувство, что человек как будто бы, да, берет вашу фотографию и пытается, вот, может быть, даже воздействовать на вашу голову, пытается. Но это не выходит, это не есть его дар. Он почему-то думает, что у него есть дар воздействия через фото на кого-то. Может быть, о том даже, что... Он, кстати, может и работать в этой деятельности, но у него нет дара. У него его нету. Он может мнить или... Не то, что мнить, да, корону себя одевать, что он такой провидец, все видит. Нет. Ему кажется, что он ясновидящий, на самом деле нет. Или может воздействовать через фотографию.
Хотя, я вам скажу, через фотографию очень много бывает разных и воздействий, и все что угодно может быть. Поэтому всегда фотографии давайте в доверительные руки тем, кому вы доверяете. На самом деле лучше, да, вот. Тем более я уж молчу о фотографии, которые на самом деле люди выставляют в интернете. Это может быть небезопасно и может быть влияние. Но дабы обезопасить свои фотографии в интернете, очень хорошо фотографироваться зеркально или накладывать фильтры. Да, в какой-то степени они защищают человека, уводят. Это момент заблуждения. Именно когда воздействует не на то, а это отзеркаливание. Поэтому есть даже в телефонах, по-моему, да, такая функция, когда вы себя фотографируете, но фотографируете отзеркаленно. Вы можете даже сами увидеть, вот правая рука, вот левая, да, я держала кружку уже в левой, вы можете сами увидеть. Поэтому, если вы даже и выставляете фотографии в интернете, выставляйте их отзеркаленные. Или наложите фильтр сверху. Можете и несколько фильтров. Вот так вот. Бывают фото измененные тоже, да, фильтры. Но у человека, кстати, есть семья, смотрите, здесь момент какой-то. Я люблю, я прожил. Это уже пожилой человек даже, я бы сказала. Человек уже долгое время прожил с человеком, но здесь, знаете, это не тот выбор, но я должен это нести до конца. Здесь, возможно, дальше были обманы, предательства, измены со стороны этого человека. Но человека какая-то ситуация осенила или дала по голове, как говорится, да, и человек что-то для себя понял и ушел вот в этого иерофанта, мудреца, отшельника и так далее. Да, что-то в нем такое святое, разумное рассветило в голове. Человек что-то для себя понял, какие-то моральные ценности, устои и так далее. Но все же, да, поглядывая на вас, он считает, что вот ним, как будто бы он вами одержим, или же вы очень сильно так нравитесь, настолько нравитесь, да, но человек не готов на измены какие-то и так далее. В то же время, если к вам человек бы пошел навстречу, то вы его не пустите, потому что он не в вашем вкусе, или же он для вас очень стар. Ну, это прям старец, это дедуля, я бы так сказала. А вы знаете, чем притягиваете еще? Не только своим мышлением. Вы такая страстная, яркая, импульсивная, можете быть, на его взгляд, харизматичная. И у вас, вот знаете, как энергия, раздаю всем энергию, да, вот как, от вас чувствуется какая-то энергия, позитив и так далее. Но при том, знаете, видит в вас вот этого именно мыслителя. По типу, я говорю, этот мужчина может быть таким вот, по типу мышления, может, да, он так смотрит, он не говорит, он мало, может быть, говорит, но он больше смотрит или больше слушает. Вот так. Но сразу говорю, что этот человек был неверный своей семье, хотя кому эта информация, может, и не нужна вам, но это так, может быть, ради наводки информации, кто это. Он был неверный, измены были, изменял. Но сейчас что-то мудрое до него дошло, и осознание того, ну куда там бегать, прыгать по койкам, да, в таком возрасте уже. Никому и нужен, он это понимает. Нужно держаться за свой выбор и быть верным ему, раз уж выбрал. Кто вами заинтересован еще? Давайте быстренько пройдемся, посмотрим, почему. Кто еще вами заинтересован? Да когда же ты уйдешь, да? Кто-то уйдет из вашей жизни. Кто-то может и даже, да, вот как кто-то уйдет из родственников. Это далекие могут быть тоже родственники. Вы об этом узнаете информацию. Здесь заинтересованы вами какие-то родственники. Почему-то вот вопрос такой, знаете, когда же ты уйдешь? Сразу же было первое. Здесь, возможно,
те родственники, которые не были доброжелательно как-то к вам настроены. Здесь реально кто-то из родственников желал вам вот именно того, да, когда же ты уйдешь из этой жизни злонамеренно. Причем очень жадный человек, очень жадный материалист. Вы, кстати, тоже не очень хорошо настроены к этому родственнику. Но здесь, возможно, может, вы даже первое узнаете о его смерти. Один негатив в человеке, одна злоба какая-то. Человек, который съедает себя злобой. И вы знаете, смерть наступит в случае чего? В случае того, что человек внутри себя все время держал какую-то злость на всех. Здесь это касается и не только вас, здесь очень много людей, которых он просто ненавидит. И это его съедает. Вот эта злость-то его и подкосит. Памятник красивый, вижу. Заботиться о нем близкие. Цветы поливать ходят. Это случится внезапно и резко. Вы, кстати, скорее всего, на отдалении где-то находитесь. Здесь очень много в человеке какой-то корысти, зависти, жадности. Скупердяй человек. Вот скорее мужчина даже. Он всех ненавидит и вся на этой земле. Да, скорее всего, будет несколько кругов еще реинкарнации, возвращения на эту землю, дабы именно испытывать какие-то уроки, тяжелые уроки. Очень тяжелые уроки, мучительные, возможно. Человек, кстати, может уходить или резко, внезапно, или, вот знаете, мучиться, но потом резко и внезапно, не ожидая, погибнуть, умереть. После смерти этого человека в вашей жизни здесь вот как пробила белая полоса. Человек вас, кстати, энергетически не выпускал. Самое худшее – это злость родственников, да, кровных. Потому что она в себе, бывает, несет вот именно вот как я в болото, ну и ты со мной, и я тебя туда тяну, да, вот как-то. Или даже морально просто человек тянет другого в болото, и он туда реально вот как сползает, ничего не идет у него, да, по плану вроде бы все делаю, все, но нифига не получается, не идет. Вот здесь реально кто-то вот как будто бы вашу удачу забирает именно по родственной стороне. Какой-то вот ненавистник вообще в целом. Успешных, может быть, людей. Или людей, которые чего-то добились в этой жизни. Может быть, даже с хорошими какими-то навыками. Или умных людей. Ненавидит всех таких. Какая-то злость. Потому что сам человек в этой жизни ничего не добился, не одержал. Нету достижений. Нету каких-то стремлений и целей. Да, здесь такая кровавая обида на всех. Да, вообще человек недоволен в целом жизнью. Он не ценит жизнь. И скорее жизнь не будет щадить его. Вы сами увидите, скорее даже, может быть, или услышите о его мучениях. Когда человек умирал, он страдал. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И спасибо огромное всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.